Значит, наше Министерство образования и науки Чеченской Республики требует от нас, чтобы мы работу Института чеченского языка развернули на школу. И вот я с этим, естественно, согласен. Я хочу объяснить, почему это целесообразно на этой стадии состояния и чеченского языка. Вот у нас такие данные. В сфере дошкольного образования Чеченской Республики функционирует, то есть это на конец последнего учебного года, 470 учреждений, в которых в 2021 году находилось 84 401 человек, то есть детей. 84 401, одна цифра такая. И кроме того, в 2021 году 300 воспитателей из системы дошкольного образования были направлены на учебу по чеченскому языку. Это тоже фактор, который Комитет по дошкольному образованию республики уделяет чеченскому языку. Далее, в школьной системе Чеченской Республики на конец последнего учебного года функционировало 496 школ, и в них обучалось 299 852 учащихся, то есть без 48 человек 300 тысяч. Так вот, возьмите 300 тысяч учащихся школы, 84-85 тысяч учащихся, то есть находящихся в дошкольной системе, плюс тысячи воспитателей и учителей родного языка. То есть это почти половина, это треть чеченского населения, которое непосредственно занимается чеченским языком. Именно на этом участке мы ждем прорыва, мы хотим, чтобы там дети, как подрастающий чеченский народ, уже в лучшей форме, чем до этого было, усваивал чеченский язык, а наш институт должен обеспечить этих детей, эту школу, этих преподавателей школы той необходимой методической, научной, учебной, литературой, документацией и так далее, чтобы максимально облегчить их работу. Мы не ставим перед собой, извините, что вот здесь наши начальники сидят, извините, министерство, так, мы ставим перед собой цель помочь школе в освоении чеченского языка, помочь учителю лучше и легче преподавать чеченский язык. И для этого наша республика делает все, что возможно. Другие параметры. За все время советской власти не вышла на чеченском языке, по чеченскому языку ни одна статья, по крайней мере, я не знаю такой статьи. Была одна монография академика Чакара, как и Зайдевича Воли, и то была арестована в момент даже в издательстве. После издания сразу она не вышла в свет толком. Значит, сейчас у нас в Академии наук Чеченской Республики на чеченском языке действует журнал «Талон», 4 номера в неделю. К сожалению, мы мало пишем публикаций и в этот журнал на чеченском языке, а монографий на чеченском языке, можно сказать, почти что нет. И другая сторона этой проблемы, а почему же так? Наша главная беда – это минимум исследователей, которые непосредственно занимаются чеченским языком и его продвижением и в науке, и в образовании. Очень мало. Даже в советское время, когда нам казалось, под занавес, как говорится, в конец 80-х годов, мы, чеченцы, по удельному весу научных работников среди всех таких же народов автономий Советского Союза занимали последнее место по удельному весу научных работников. И наш потенциал в среднем был ниже, чем у всех в среднем. В 5 раз. Мы можем сказать, да, что мы были депортированы, и у нас вот эта беда тоже, она отложилась. Но опять-таки, видите, балкарцы тоже были депортированы. У них этот потенциал, показатель был в 8 раз выше, чем у чеченцев. К
Кстати, он у них был выше, чем у недепортированных кабардинцев. То есть, конечно, это и советская власть, конечно, это и наша вина, и наши грехи и так далее. Сейчас от нас что требуют? Мы тогда говорили, нам не разрешали на чеченском языке говорить, нам молиться не разрешали. Да, разрешали, кто хотел, тот молился, кто хотел, тот говорил, и кто хотел, тот учился. Когда мы учились, вот наши коллеги здесь сидят, нам вот в укор, это ты на нацфаке учишься, то есть ущербный факультет, который занимается чеченским языком. Так считалось, потому что вот продвинутые, те, кто учились на других факультетах, они считали, что именно так должно быть, это показатель культуры и так далее. К счастью, сейчас, как тогда, когда представителю интеллигенции говорят, почему ты в своей семье не говоришь на чеченском, в то время отвечали, а я же интернационалист. Вот такие заявления, к счастью, у нас сейчас не приветствуются. Мы должны говорить. Мы говорим, чеченский язык исчезает. Да ради Бога, что для этого нужно? Прежде всего, давайте будем говорить, и все. Самое минимальное, давайте говорить на чеченском языке. Самое минимальное. А все, что для этого нужно, для сопровождения, конечно, мы будем делать. Тогда теперь в сфере театра чеченский язык функционирует. У нас 6 театров, 3 государственных театра и 3 театра у нас муниципальных театров. Значит, во всех этих театрах функционирует чеченский язык, в муниципальных театрах где-то на 80% постановки по данным министерства осуществляются на чеченском языке. В репертуаре театра разнообразные произведения, начиная с мировой классики, русской, советской классики и произведений чеченских авторов. Теперь Союз писателей. Вы знаете, очень многое делает Союз писателей. Я вот взял специально данные по выпуску литературы через Союз писателей. Это же литература, которая востребована и в школе, и дома, и везде она востребована. Так? Вот чисто количественные показатели. Осуществляются публикации по 3 направлениям: классика чеченской литературы, современная литература, детская литература. В количественном отношении, например, в 2015 году издано 20 книг, в 2016 22 книги, в 2017 26, в 2018 26 книг, в 2019 13, в 2020 26 книг. Приблизительно 70% этих книг издано на чеченском языке. Поэтому, извините, может быть, у меня и старые данные, но вот у нас они были вот такие. И Союз писателей свою работу в соответствии с требованием и наставлением главы Чеченской Республики усиливает. Я думаю, что по всем направлениям эта работа будет. Теперь, я помню, на одной из конференций во Львове это было в советское время, 1988 год, когда представители союзных республик говорили о том, что их языки зажимаются, на них оказывается очень сильное давление со стороны союзного центра, и что они просят, чтобы им дали и так далее. А там представительство было такое от каждой союзной республики по 3 человека. И я их слушал, я знаю очень хорошо ситуацию с языком в Грузии, и в Казахстане, и на той же Украине, и в Азербайджане и так далее. То есть у них никакого сравнения с состоянием языков автономии не было. И когда я им говорю, когда очередь дошла, извините, мне хочется сказать, нам бы ваши заботы. Почему? Да у нас чеченский язык на чечено-ингушском радио 1,5 часа в сутки. У нас чеченский язык на чечено-ингушском телевидении 20-25 минут в сутки. У нас на чеченский язык за все 10-11 лет учебы в школе 3 часа в неделю и так далее.
Они потом подходили, мы искренне вам сочувствуем, мы вам сочувствуем, потому что у них ситуация была, конечно, куда лучше, чем у нас. Вот сейчас, слава Богу, у нас эта ситуация другая. У нас, по данным Министерства национальной политики и средств массовой информации, объем вещания программ, то есть у нас в количественном отношении в неделю осуществляются передачи по 81 программе. 81 программа чеченского телевидения и радио по всем каналам. Это огромное время, это огромный фактор влияния на население и на учащихся, и это средство воспитания, учитывая качество работы наших средств массовой информации. Ну и о чем? Сфера религии. Вот мы почему-то упускаем эту сферу, когда мы говорим, вот чеченский язык, там ситуация, ну, не ахти, оставляет желать лучшего. У нас тысячи мечетей. В этих мечетях собираются люди. И не всегда только в пятницу, но и в другие дни. И язык мечети, чеченской мечети, это и арабский, конечно, ритуальный язык, так, но это чеченский язык. Мы в своих мечетях говорим на чеченском языке. Это очень сильный, очень мощный фактор, который все-таки противостоит уходу чеченского языка со сцены. Ну и то, что сделано, вы знаете, я можно долго перечислять. Вот что в последние годы сделано той комиссией, которая была создана главой Чеченской Республики по сохранению и развитию чеченского языка. Это вот словарь, который стоит у нас в коридоре в холле, 10-томный словарь, орфографический словарь чеченского языка, 140 тысяч слов и свыше миллиона их словоформ. На основе этого словаря сейчас та же комиссия, которая при главе республики действует до сих пор, мы дорабатываем, перерабатываем его сейчас в однотомный словарь. Ну, где-то у нас было написано краткий, он не краткий, там будет где-то минимум 1200 страниц и большого формата. То есть, ну, мы думаем, что ко дню чеченского языка, к апрелю, мы его можем завершить. Кроме того, вот грамматика, так называемая академическая грамматика чеченского языка. Первый том издан, руководитель проекта профессор Халидов. Второй том готовится, далее намечается и третий том. Это тоже успех нашей филологии. Опять-таки, много чего. Комиссия по сохранению и развитию разработала, внесла какие-то дополнительные необходимые коррективы в орфографию, в чеченскую орфографию. И на основе этой орфографии по заданию и под руководством Министерства образования и науки Республики мы в этом году издали по новой орфографии все учебники по чеченскому языку и чеченской литературе. Они вот здесь тоже в коридоре у нас имеются. Значит, много других. Надо еще о чем сказать, что в 2000-е годы издано по чеченскому языку гораздо больше, чем за весь советский период. Вот, например, одни словари. Исмаилов Абу, Грозный 2005, Берсанов Руслан, Анатомия человека, Большой чеченско-русский атлас, 2010 год, Арсанукаев Абдулла Магомедович, словарь литературоведческих терминов, 2010, Вагапов Арбит Джамалайлович, этимологический словарь чеченского языка, Тбилиси, 2011. Впервые, у нас никогда не было этимологического словаря, автор здесь находится. Халидов Айса Идрисович, словарь лингвистических терминов чеченского языка, Грозный, 2012. Аслаханов, русско-чеченский словарь спортивных терминов, Грозный, 2013. Исраилова Луиза, Магомадова Марка, словарь англицизмов, заимствованных чеченским языком, Байсултанов Дауд, чеченско-русский фразеологический словарь в 3 томах, Байсултанов, еще чеченско-французско-русский фразеологический словарь и так далее. Значит, мы считаем, что работа
которые реализуются в Чеченской Республике по сохранению и развитию чеченского языка, она является весьма позитивной. То есть, если сейчас мы будем кого-то винить в том, что чеченский язык сходит со сцены, то мы можем винить только себя. Мы, как тогда в советское время, не можем обвинять власть, потому что власть не только настаивает, но и требует от нас, чтобы мы делали все необходимое для того, чтобы чеченский язык и сохранялся, и развивался. Я очень благодарю вас за внимание. Бережите случай.